В мокром подвале здания на улице Чуй в Бишкеке, среди покрытых плесенью коробок, сотрудники архива обнаружили металлический ящик с надписью «А.М. Личное. 1991». Замок был взломан грубо, торопливо, как будто кто-то искал что-то очень ценное и не нашел. Внутри лежали документы, но 3 папки явно отсутствовали. На их месте виднелись следы от пыли, идеально очерчивающие прямоугольники. Эксперт-архивист позже скажет в интервью, что по толщине пыльных контуров можно было определить. Изъяли папки толщиной примерно в 5-7 сантиметров каждая. Кто-то специально вытащил именно эти 3 дела, оставив остальные нетронутыми. На внутренней стороне крышки ящика кто-то нацарапал ключом всего одно слово по-русски — «Поздно». Этот металлический ящик принадлежал Абсамату Масалиеву, человеку, который руководил Киргизской ССР в последние годы Советского Союза, когда империя рушилась, а партийные деньги испарялись в никуда. В те годы, когда простые люди стояли в очередях за хлебом, а заводы закрывались один за другим, по коридорам власти ползли упорные слухи о легендарном золотом запасе КПСС. Говорили, что партия тайно вывозила золото и валюту, пряча их от грядущего хаоса. Говорили, что первые лица республик знали о местонахождении этих сокровищ. И Масалиев, как первый секретарь Компартии Киргизии с 1985 по 1991 год, теоретически должен был быть в курсе всех финансовых операций высшего уровня. Но после его смерти в 2010 году официально объявили: он умер бедным пенсионером, без счетов за границей, без особого имущества. Неужели это правда? Или кто-то очень постарался, чтобы мы так думали? Давайте начнем с самого начала, с того момента, когда молодой инженер-строитель по имени Абсамат Масалиев впервые ступил на паркет партийного кабинета, еще не представляя, что через несколько десятилетий станет свидетелем величайшего финансового исчезновения века. Родился он 29 декабря 1930 года в кишлаке Сох Баткенской области, небольшом месте, затерянном среди гор, где жизнь текла размеренно и просто. Отец работал в колхозе, мать воспитывала детей, и ничто не предвещало головокружительной карьеры. Но Масалиев оказался редким типом человека, способного сочетать партийную лояльность с техническим образованием. Качество, высоко ценимое в брежневскую эпоху. Он закончил строительный институт, быстро поднялся по ступеням комсомольской, а затем партийной иерархии. К началу 80-х годов его имя уже звучало в высших кабинетах Фрунзе. Но настоящий взлет произошел в ноябре 1985 года, когда Масалиев стал первым секретарем Компартии Киргизской ССР. Это была эпоха перестройки, эпоха Горбачева, когда старые правила рушились, а новые еще не установились. В этом хаосе, в этой турбулентности между старым и новым миром некоторые люди делали состояние, другие теряли все. Масалиев оказался в самом эпицентре этих процессов. Он контролировал бюджеты, назначения, связи с Москвой. Его подпись стояла на документах о переводе миллионов рублей, о строительстве объектов, о распределении ресурсов. И именно в этот период, по словам бывших соратников, он начал вести себя странно, стал замкнутым, осторожным, часто задерживался в кабинете до глубокой ночи один. Его секретарша, Роза Джумагуловна, давая интервью спустя много лет после его смерти, вспоминала один эпизод, который ее напугал. Однажды поздним вечером 1989 года она забыла в кабинете свою сумку и вернулась за ней. Дверь в кабинет первого секретаря была приоткрыта, горел свет. Роза осторожно заглянула внутрь и увидела Масалиева, стоящего спиной к двери перед открытым сейфом. Он держал в руках несколько толстых папок и что-то быстро перелистывал, словно искал конкретную страницу. Потом он вытащил одну папку, положил ее в кожаный портфель у своих ног и захлопнул сейф. Роза попыталась тихо уйти, но паркет предательски скрипнул. Масалиев резко обернулся, и она увидела его лицо, бледное, с выступившим потом на лбу. Он молча посмотрел на нее несколько секунд, затем сухо сказал: «Розочка, ты ничего не видела, понимаешь? Ничего». Она кивнула и ушла. Больше они об этом никогда не говорили. Что было в той папке?
Почему первый секретарь, человек абсолютной власти в республике, так боялся, что кто-то увидит его с документами из собственного сейфа? Ответ на этот вопрос, возможно, связан с той самой легендой о золоте партии, которая не дает покоя историкам и следователям уже более 30 лет. Речь идет о колоссальных суммах. По некоторым оценкам, несколько тонн золота и миллиарды долларов в конвертируемой валюте. Официально КПСС имела огромные активы, недвижимость по всему миру, счета в зарубежных банках, акции предприятий. Когда партия была запрещена в 1991 году, после августовского путча, началась инвентаризация этих активов. И выяснилось, что значительная часть просто исчезла. Исчезла физически, без следов перевода, без документов о продаже или конфискации. Следователи обнаружили только намеки, зашифрованные записи в бухгалтерских книгах, указывающие на некие спецоперации и резервные фонды. Один из таких намеков относился к республикам Средней Азии, включая Киргизию. В архивах Центрального комитета нашли протокол закрытого совещания от марта 1991 года, где упоминалось создание стабилизационных фондов для первых секретарей республик на случай форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажором подразумевался полный крах Союза. Каждый первый секретарь должен был получить доступ к определенной сумме, чтобы обеспечить лояльность силовиков и ключевых чиновников в своем регионе. Это были неофициальные бюджетные средства. Это были тайные резервы партии, спрятанные за множеством подставных структур и офшоров. В протоколе стояла подпись Масалиева, как одного из получателей инструкций по доступу к такому фонду. Но сам фонд, его размер, местонахождение — все это было зашифровано кодовыми обозначениями. Позже, когда прокуратура пыталась найти концы, выяснилось, что все документы с расшифровкой кодов были уничтожены в августе 91-го, в те самые дни путча, когда по Москве ездили танки, а в Киргизии Масалиев судорожно пытался понять, на чьей стороне оказаться. Говорят, что в те дни из его кабинета вывезли несколько мешков с бумагами, которые сожгли в котельной здания ЦК. Охранник, дежуривший той ночью, рассказывал, что огонь в котельной горел до утра, а дым был такой густой и едкий, что пришлось открыть все окна. Но вернемся к тому самому металлическому ящику, найденному в подвале. Документы, которые там остались после того, как кто-то изъял 3 ключевые папки, оказались интересными сами по себе. Среди них были личные заметки Масалиева, написанные от руки. Редкость для партийного функционера, привыкшего диктовать секретаршам. В одной из заметок, датированной июнем 1991 года, он пишет загадочную фразу: «Золото лежит не там, где все думают. Оно уже в движении. М знает маршрут. Если что, у него ключ номер 3». Кто такой М? Какой маршрут? И что означает ключ номер 3? Эксперты-криминалисты, изучавшие эти записи позже, предположили, что речь идет о каком-то доверенном лице с инициалом М, который помогал Масалиеву организовать перемещение ценностей. Но личность этого человека так и не была установлена. А теперь вспомним контекст тех лет. Киргизская ССР конца 80-х — это республика с населением около 4 миллионов человек. Аграрная экономика, высокая безработица, средняя зарплата рабочего составляла примерно 150-170 рублей в месяц. Пенсия колхозника — около 70 рублей. На эти деньги семьи жили от зарплаты до зарплаты, экономя на всем. И на этом фоне первый секретарь республики — человек номер 1, живущий в правительственной резиденции, ездящий на черной «Волге» с персональным шофёром. Сама по себе резиденция была скромной по московским меркам, двухэтажное здание на окраине Фрунзе. Но внутри был ремонт по высшему разряду: паркет из дуба, импортная мебель, люстры из черского хрусталя. В личном пользовании Масалиева была дача на Иссык-Куле, не огромная, но с видом на озеро, с собственным причалом. Эта дача обходилась государству примерно в 15 тысяч рублей в год на содержание. Это годовая зарплата примерно 10 рабочих. Но самое интересное — зарубежные командировки. В 1987 году Масалиев посетил Индию в составе партийной делегации. Официальные расходы на эту поездку составили 38 тысяч рублей на всю делегацию из 8 человек. Для сравнения, средний советский инженер за всю свою жизнь не зарабатывал столько.
В отчете о командировке указано, что делегация встречалась с индийскими коммунистами, обсуждала двусторонние связи, посещала исторические места. Но один из участников той поездки, попросивший остаться анонимным, спустя годы рассказал иную версию. По его словам, Масалиев дважды исчезал из отеля на несколько часов без объяснений, в сопровождении только переводчика. Причем переводчик был не из обычного штата, а специально присланный из Москвы человек с дипломатическим паспортом. Куда они ездили? Что обсуждали? Официальной версии нет. Теперь подумайте. Человек, который контролирует миллионные бюджеты, имеет доступ к секретной информации о партийных финансах, совершает загадочные визиты за границу в сопровождении спецслужб, пишет зашифрованные записки о золоте и ключах. Все это происходит на фоне развала огромной страны, когда законы перестают работать, когда границы становятся прозрачными, когда деньги можно вывести по десяткам серых схем. И при этом после смерти этого человека нам говорят, он был честным партийцем, умер бедняком, никаких тайных счетов нет. Вы верите в такую версию? Или есть что-то, что нам не договаривают? Чтобы понять, как Масалиев оказался в центре финансовой тайны века, нужно вернуться в тот период, когда он только начинал свой путь во власть, в 70-е годы прошлого столетия. Это была эпоха застоя, но для амбициозных партийных работников она открывала удивительные возможности. Масалиев прошел классический путь советского чиновника: комсомол, партийная школа, работа в райкоме, затем в обкоме. Но у него было одно важное преимущество, которого не хватало многим коллегам — техническое образование. Он понимал, как работают стройки, заводы, откуда берутся деньги в бюджете. Эта компетентность сделала его незаменимым в глазах московского руководства. В 1978 году случилось событие, которое многие считают поворотным в судьбе Масалиева. Его включили в закрытую комиссию по расследованию крупной финансовой аферы в Аше. Там местные партийные боссы организовали схему по хищению средств через подставные строительные организации. Классика жанра для того времени. Масалиев возглавил проверку и действовал жестко. Несколько человек были сняты с постов, началось уголовное дело. Но самое интересное произошло потом. Один из арестованных чиновников по фамилии Токтагулов перед судом попросил личную встречу с Масалиевым. Охранники, присутствовавшие при встрече, слышали только отрывки разговора. Но один из них потом рассказал коллегам удивительную вещь. Токтагулов предлагал Масалиеву некий компромат на высших лиц в обмен на смягчение приговора. Что это был за компромат, неизвестно. Официально Масалиев отказался от сделки, и Токтагулова осудили на 8 лет. Но спустя 2 года его неожиданно освободили по амнистии, хотя подобные экономические статьи редко попадали под амнистию. А еще через год Токтагулов эмигрировал в Германию, что было почти невозможно для бывшего зэка в те времена. Кто-то очень влиятельный помог ему выбраться. Один из бывших оперативников КГБ Киргизии позже в частной беседе предположил, что Токтагулов действительно владел взрывной информацией о коррупции в высших эшелонах партии Средней Азии. И Масалиев, узнав об этом, принял стратегическое решение. Вместо того, чтобы уничтожить свидетеля, он превратил его в союзника. Токтагулова отпустили. Он уехал на Запад. Но теперь он был обязан Масалиеву. Это создавало для первого секретаря ценный канал связи с зарубежьем. Эта версия выглядит конспирологической, но она объясняет многие странности в дальнейшей биографии Масалиева. Например, почему в 1985 году, когда его назначили первым секретарем республики, он сразу создал при себе специальную группу советников, не входивших в официальную структуру аппарата. Эти люди не числились в штатном расписании ЦК Компартии Киргизии. Их имена не фигурировали в протоколах заседаний, но они регулярно появлялись в кабинете Масалиева и проводили с ним многочасовые совещания за закрытыми дверями. Охрана называла их «людьми из Москвы», хотя точно никто не знал, кто они такие. В 90-е годы, когда журналисты пытались выяснить личности этих советников, все архивы о них оказались утраченными или засекреченными. Один из этих загадочных визитёров появляется в воспоминаниях сразу нескольких свидетелей. Описывают его по-разному, но общие черты совпадают. Мужчина около 50 лет, седые волосы, очки в тонкой оправе, говорит тихо, но все его слушают с напряженным вниманием.
Водитель Масалеева вспоминал, что этот человек всегда приезжал на такси, а не на служебной машине, что было странно для такого уровня. Он появлялся без предупреждения, обычно поздним вечером. Проходил прямо в кабинет, минуя приёмную. После его визитов Масалеев обычно был мрачным и задумчивым несколько дней. Секретарша однажды слышала, как Масалеев в разговоре с кем-то по телефону назвал этого человека Михаил Семёнович, но фамилию не произнес. Кто такой Михаил Семёнович? Это тот самый загадочный М из записок? Попытки найти этого человека в постсоветское время ни к чему не привели. В базах данных бывших партийных работников, советников, кураторов из Москвы нигде нет подходящей фигуры. Либо это был глубоко законспирированный сотрудник спецслужб, либо его следы тщательно зачистили после событий 91 года. Но самое любопытное произошло в 2005 году, за 5 лет до смерти Масалеева. Журналист из Бишкека, работавший над расследованием о партийных финансах, получил анонимное письмо. В нем было написано от руки: «Если хотите узнать правду о золоте Масалеева, найдите Михаила Семёновича Грачёва. Последний известный адрес — Прага, Чехия». Журналист попытался проверить эту информацию. Связался с коллегами в Праге, но никакого Грачёва там не нашли. Либо это была дезинформация, либо человек уже умер, либо сменил личность. Теперь давайте переместимся в июнь 1991 года. Месяц, когда мир Масалеева начал рушиться. Горбачёв уже утратил контроль над ситуацией. Республики одна за другой заявляли о суверенитете. В Москве бушевала политическая борьба. Союз разваливался на глазах, и все понимали — это вопрос месяцев, максимум года. В такой ситуации любой руководитель республики должен был делать выбор — оставаться верным центру или встать на сторону республиканской независимости. Масалеев выбрал странную третью позицию. Он молчал. Не поддерживал Горбачёва открыто, но и не присоединялся к радикалам, требовавшим немедленного суверенитета. Он словно выжидал, наблюдал, собирал информацию. И в этот период начались странные финансовые операции. Счетная палата Киргизии позже обнаружила, что в июне-июле 1991 года из республиканского бюджета были сделаны несколько крупных переводов на счета неизвестных организаций с расплывчатыми названиями типа «Спецснаб» или «Резервфонд». Общая сумма составила около 23 миллионов рублей. Колоссальные деньги по тем временам. Официально эти переводы были оформлены как авансы подрядчикам на строительство объектов социального назначения. Но никаких объектов так и не построили. Когда в 90-е годы попытались найти эти организации, выяснилось, что они были зарегистрированы на подставных лиц, которые либо умерли, либо исчезли. Деньги испарились. Подпись на платежных документах стояла не самого Масалеева, а его заместителя по экономике, человека по фамилии Бакиров. Это важная деталь. Бакиров был близким соратником Масалеева с середины 80-х. Он курировал все финансовые вопросы республики, имел репутацию жесткого и циничного чиновника. После развала Союза он очень быстро адаптировался к новым реалиям, стал одним из первых крупных бизнесменов независимого Кыргызстана, создал торговую империю. К 2000-м годам Бакиров был одним из богатейших людей страны, владел сетью магазинов, недвижимостью, имел связи в правительстве. При этом он старательно избегал любых разговоров о своем прошлом в партийном аппарате. В 2001 году один смелый журналист все-таки подловил Бакирова после презентации его нового торгового центра и задал прямой вопрос. «Говорят, что вы помогали Масалееву выводить партийные деньги в 91-м. Это правда?» Бакиров на секунду замер, потом усмехнулся и ответил. «Масалеев был честным человеком. Он никогда не брал чужого. А то, что сейчас кто-то пытается очернить его память, — это грязная политика. Я больше не отвечу ни на один вопрос об этом». И действительно, с тех пор Бакиров не давал интервью на эту тему. Но эта короткая реакция говорит о многом. Он не отрицал факт перевода денег. Он отрицал, что Масалеев брал чужое. То есть деньги куда-то ушли, но якобы не в карман первого секретаря. Куда же тогда? Существует теория, что Масалеев действовал не в личных интересах, а выполнял прямое указание из Москвы.
спасти часть партийных активов от неминуемой конфискации. Когда стало очевидно, что КПСС будут запрещать и ее имущество арестуют, высшее руководство партии начало экстренную операцию по выводу средств через республики. Первым секретарям дали карт-бланш: берите деньги, переводите на безопасные счета, создавайте подставные структуры. Часть этих средств должна была вернуться в центр после стабилизации ситуации, часть можно было использовать на местные нужды. Но развал Союза произошел быстрее, чем кто-либо ожидал, и вся эта схема рухнула. Деньги зависли в воздухе, никто толком не знал, где они теперь, кто ими управляет, как их вернуть. В этом контексте Масалиев оказался в ловушке. Он выполнил приказ Москвы, вывел деньги, но Москва перестала существовать как центр власти. Деньги были где-то на счетах, доступ к которым знали только посвященные, но формально эти деньги теперь не принадлежали никому. Новое руководство независимого Кыргызстана начало задавать неприятные вопросы. Где деньги бывшего республиканского бюджета? Масалиев попал в идеальный шторм. С одной стороны, давила старая партийная номенклатура, требующая отчитаться перед несуществующим центром. С другой — новая власть, которая видела в нем пережиток прошлого и потенциального казнокраду. И именно в этот момент, в августе 1991 года, произошло событие, после которого все изменилось окончательно. 19 августа в Москве начался путч ГКЧП. Танки на улицах, войска, чрезвычайное положение. В Киргизии объявили тревогу, силовики заняли ключевые объекты. Масалиев оказался перед выбором, который мог стоить ему не только карьеры, но и жизни. Поддержать путчистов или встать на сторону демократов. Официальные документы того времени показывают, что первым секретарем было подписано обращение в поддержку ГКЧП. Но есть один нюанс. Это обращение было датировано утром 19 августа, а разослано по инстанциям только вечером 20-го, когда исход путча уже был предрешен. Почему такая задержка? Бывший начальник канцелярии ЦК Компартии Киргизии Талкумбек Асанов в интервью 2007 года рассказал поразительную деталь. По его словам, документ действительно был подписан утром 19-го, но Масалиев лично распорядился придержать его в сейфе и не публиковать до особого распоряжения. Он ждал. Ждал сигнала от того самого загадочного Михаила Семеновича, который позвонил лично около 8 вечера 20 августа. Разговор длился всего 2 минуты, но после него Масалиев вызвал Асанова и сказал буквально следующее: «Толя, отправляй обращение, уже не важно». Голос у него был усталый, пустой, как у человека, который только что осознал, что проиграл. Что означал этот звонок? О чем предупредил загадочный куратор? Асанов уверен, ему сказали, что путч провалился, и нужно срочно начинать зачистку следов. И действительно, в последующие 48 часов из кабинета Масалиева было вынесено такое количество документов, что понадобилось 3 грузовика ЗИЛ. Охранник Дожжан Нурбеков, дежуривший у въезда в здание ЦК в ночь с 21 на 22 августа, запомнил эту картину навсегда. По его словам, грузовики подали задом к служебному входу около полуночи. Люди в штатском, без опознавательных знаков, грузили картонные коробки и металлические кейсы. Работали быстро, молча, профессионально. Масалиев стоял рядом, курил одну сигарету за другой, смотрел в пустоту. Когда последний грузовик тронулся, он обернулся к Нурбекову и вдруг сказал странную фразу. «Дожжан, ты хороший парень. Запомни, если кто спросит через много лет, я не брал ни копейки для себя. Все было по приказу. Но доказать я уже не смогу». Нурбеков тогда не понял, о чем речь, просто кивнул. Через 2 дня Масалиев ушел в отставку. Куда уехали те грузовики в ночь 21 августа? Официальной версии нет. Но есть показания дальнобойщика Эркина Мамбеталиева, который в начале 2000-х годов, уже будучи тяжело больным, дал интервью местной газете. Он утверждал, что именно его наняли в ту ночь для специального рейса. Ему дали адрес склада на окраине Бишкека в промзоне и сказали привезти 3 коробки. Но когда он туда приехал, увидел совершенно другую картину. Склад был забит ящиками, коробками, мешками. Человек, который его встретил, худой мужчина в очках, говоривший на ломаном киргизском, отобрал всего 5 больших металлических кейсов и велел везти на старый военный аэродром под Токмаком.
Мамбеталиев повез, хотя было странно. Аэродром считался заброшенным с середины 80-х. Но когда он приехал туда около 4 утра, аэродром оказался совсем не заброшенным. На взлетной полосе стоял небольшой транспортный самолет АН-24. Двигатели работали, готовые к взлету. Возле самолета суетились несколько человек в форме, но без знаков различия. Мамбеталиеву велели подъехать прямо к трапу. Кейсы быстро перегрузили в самолет, заплатили щедро, 5000 рублей наличными, огромные деньги на тот момент. Он уехал, а через полчаса услышал рев двигателей. Самолет взлетал. Куда он полетел, Мамбеталиев не знает. Но позже, работая на международных рейсах, он как-то разговорился с бывшим военным летчиком, и тот рассказал. В те дни действительно было несколько особых рейсов с гражданских и военных аэродромов Средней Азии в направлении Дубая, Стамбула, Праги. Грузы не проходили таможню, не оформлялись документально. Это были так называемые «серые борты» — самолеты спецслужб, перевозившие что-то очень ценное. Если эта история правда, то мы видим классическую схему экстренного вывода активов. 5 сентября 1991 года КПСС была официально запрещена указом Ельцина. Началась конфискация партийного имущества. Но к тому моменту самое ценное уже было вывезено. По данным Следственной комиссии, работавшей в 92-93 годах, из 5 республик Средней Азии исчезли активы на общую сумму около $800 миллионов. Это не рубли. Это конвертируемая валюта, золотые слитки, ценные бумаги. Из них на долю Киргизии приходилось примерно 70-80 миллионов. Куда делись эти деньги? Следствие зашло в тупик. Все документы были уничтожены, свидетели либо молчали, либо исчезали. Показателен случай с Бакировым, тем самым заместителем Масалеева, который подписывал загадочные платежки летом 91-го. В ноябре 91-го, через 2 месяца после запрета КПСС, Бакиров внезапно уехал на лечение в Швейцарию. Лечение длилось 3 месяца. Неслыханная роскошь для постсоветского пространства, погруженного в кризис. Когда он вернулся в феврале 92-го, у него уже был готовый бизнес-план и стартовый капитал для открытия торговой компании. Откуда деньги у бывшего партийного функционера, чья официальная зарплата составляла 300 рублей в месяц? Бакиров объяснял это кредитом от турецких партнеров, но документов по этому кредиту никто никогда не видел. Зато видели, как за первые полгода его компания скупила несколько бывших государственных магазинов в центре Бишкека, инвестировала в ресторанный бизнес, открыла представительство в Алматы. Для кредита это был слишком большой размах. Журналисты пытались копать. В 2003 году один расследователь даже получил доступ к выписке из швейцарского банка, которая якобы показывала счет Бакирова. По словам этого журналиста, на счету значилась сумма около $12 миллионов. Открыт счет был в январе 92 года. Но когда он попытался опубликовать эту информацию, его редакция получила судебный иск от адвокатов Бакирова, а сам журналист подвергся давлению. Публикация не вышла, расследование закрыли. Журналист позже эмигрировал в Россию, говорил, что боится за свою жизнь. Правда это или паранойя, решать читателю. Но факт остается фактом. Никто так и не смог доказать, откуда у ближайшего соратника Масалеева взялись миллионы в разгар экономического коллапса. А что же сам Масалеев? После отставки с поста первого секретаря в августе 91-го он формально остался депутатом Верховного Совета Республики, но реальной власти уже не имел. Его эпоха закончилась. Новое руководство независимого Кыргызстана, президент Аскаракаев, относилось к нему с подчеркнутой холодностью. Масалеев стал символом старого режима, от которого страна хотела избавиться. Его редко приглашали на официальные мероприятия, СМИ старались не упоминать его имя. Он жил тихо, почти затворнически, в небольшой квартире в микрорайоне Джал. Соседи вспоминали его как молчаливого старика, который по утрам выходил гулять с собакой и избегал разговоров. Никаких признаков богатства, никакой охраны, никаких дорогих машин. Пенсия бывшего партийного функционера — около 2000 сомов в месяц, по курсу 90-х это примерно $40. На эти деньги не прожить роскошно. Но вот парадокс. В 1997 году, когда средний кыргызстанец едва сводил концы с концами, Масалиев вдруг отправил свою внучку Айнуру
на учебу в Великобританию. Университет Эдинбурга, факультет международных отношений, полный пансион. Стоимость обучения плюс проживание составляла около 15 тысяч фунтов стерлингов в год. Откуда у пенсионера с 40-долларовой пенсией такие деньги? Официальная версия семьи — помогли родственники, сложились всем миром. Но математика не сходится. Даже если собрать деньги со всей большой семьи, сумма была бы недостаточной. Нужен был крупный единовременный взнос. Минимум 50-60 тысяч долларов на всю учебу. Один из племянников Масалеева, попросивший анонимности, в частной беседе обмолвился любопытной деталью. По его словам, деньги на учебу Айнуры пришли из-за границы, из какого-то фонда. Дед якобы сказал, что это старый долг, который, наконец, вернули. Что за долг? Кто вернул? Племянник не знает, да и Масалеев больше об этом не распространялся. Но если предположить, что это правда, то возникает интересная картина. Масалеев действительно не взял деньги себе в 91 году, но он обеспечил себе доступ к неким фондам, которые могли помочь его семье в будущем. Это типичная схема для коррупционеров высокого уровня. Не прямое хищение, а создание подушки безопасности через офшоры, трасты, благотворительные фонды. Формально деньги не твои, но ты можешь ими пользоваться при необходимости. 25 апреля 2010 года Абсамат Масалеев умер в возрасте 79 лет. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность, естественная смерть пожилого человека. Похороны были скромными, на официальном уровне присутствовали только депутаты парламента и несколько старых соратников. Президент Бакиев прислал венок, но лично не приехал. Казалось, история закончилась тихо и обыденно. Но то, что произошло в следующие несколько месяцев, заставило многих вспомнить старые слухи о золоте партии и задуматься, а действительно ли Масалеев унес все секреты с собой в могилу? Первая странность случилась через неделю после похорон. Квартиру Масалеева в микрорайоне Джал посетили неизвестные. Соседка Гульнара Осмонова, живущая этажом ниже, услышала шум около полуночи. Что-то грохотало, двигали мебель. Она поднялась наверх и увидела, что дверь в квартиру Масалеева приоткрыта. Внутри горит свет. Из квартиры вышли двое мужчин, одетых в тёмное. Один нёс большой чемодан. Гульнара спросила, кто они такие, но мужчины молча прошли мимо и быстро спустились по лестнице. Когда она заглянула в квартиру, увидела полный погром. Шкафы распахнуты, вещи разбросаны, книги вывалены на пол. Вызвали милицию, составили протокол. Но самое интересное, семья Масалеева, когда приехала осматривать последствия, сказала, что ничего ценного не пропало. Никаких денег, драгоценностей, документов. Всё на месте. Так что же искали ночные визитёры? Сын Масалеева Азамат позже в интервью обмолвился. Отец всегда говорил, что самое ценное — это информация. Возможно, кто-то искал его записи. Какие записи? О чём? Азамат от дальнейших комментариев уклонился. Но этот взлом стал первым в цепочке странных событий. Через 2 месяца, в июне 2010-го, умер Бакиров, тот самый бывший заместитель Масалеева, который стал миллионером. Смерть наступила внезапно. Бакиров упал прямо в своем офисе во время деловой встречи. Врачи диагностировали обширный инфаркт. Ему было всего 62 года. До этого он не жаловался на сердце, регулярно проходил медосмотры, вел активный образ жизни. Один из врачей, присутствовавших при вскрытии, позже анонимно рассказал журналистам странную деталь. Картина инфаркта была нетипичной. Повреждения сердечной мышцы выглядели так, словно произошел резкий спазм всех коронарных сосудов одновременно. Такое бывает при редких формах отравления некоторыми ядами. Но токсикологическая экспертиза ничего не показала. Совпадение? 2 человека, связанные с историей партийных денег 91-го года, умирают с разницей в 2 месяца. Но на этом цепочка не закончилась. В августе 2010-го в Праге был найден мертвым в своей квартире Михаил Семенович Грачев. Да-да, тот самый загадочный М, о котором писали в анонимном письме журналисту 5 годами ранее. Чешская полиция классифицировала смерть как самоубийство. Мужчина 75 лет повесился в ванной комнате. Но родственники утверждали, что у него не было никаких признаков депрессии.
Он планировал поездку к дочери в Германию, купил билеты на самолет. Более того, за день до смерти он звонил дочери и говорил, что нашел какие-то старые документы и собирается их кому-то передать. Кому именно, не уточнил. Эти документы после его смерти не нашли. 3 смерти за 4 месяца. 3 человека, каждый из которых знал что-то о событиях 91 года. Официально это просто трагические совпадения. Масалеев был стариком с больным сердцем, Бакиров переживал стресс из-за бизнеса, Грачёв впал в старческую депрессию. Но есть другая версия, которую шепотом обсуждают в кулуарах бишкекской элиты. Кто-то зачищал следы. Кто-то хотел убедиться, что последние свидетели большой финансовой аферы унесли свои секреты в могилу. И, возможно, этот кто-то действовал по заданию людей, которые до сих пор контролируют те самые исчезнувшие миллионы. Но если это правда, то возникает вопрос: почему ждали столько лет? Почему не устранили свидетелей сразу в 90-е, когда это было проще? Ответ может быть простым. В 90-е годы ситуация была хаотичной. Все были заняты дележом советского наследства, никто толком не понимал, что и где лежит. Но к концу 2000-х мир изменился. Офшорные схемы стали прозрачнее под давлением международных регуляторов. Банки начали обмениваться информацией. Следственные органы разных стран наладили сотрудничество. В этих новых условиях старые тайные счета и фонды могли быть вскрыты. И если бы кто-то из тройки — Масалеев, Бакиров, Грачёв — решил заговорить, дал показания, предоставил документы, то последствия были бы катастрофическими для тех, кто до сих пор пользуется этими деньгами. Версию о заказных убийствах косвенно подтверждает еще один факт. В октябре 2010 года, через полгода после смерти Масалеева, один из бывших охранников здания ЦК Компартии Киргизии по фамилии Тургунбаев обратился в редакцию независимой газеты с предложением рассказать всю правду о вывозе золота. Редактор согласился встретиться, назначили встречу на следующий день. Но Тургунбаев на встречу не пришел. Его нашли через 2 дня в пригороде Бишкека в собственной машине с огнестрельным ранением в голову. Милиция квалифицировала это как самоубийство, хотя никакой предсмертной записки не было. А родные утверждали, что у мужчины не было причин для суицида. Когда редактор попытался связаться с семьей Тургунбаева для дальнейшего расследования, они категорически отказались разговаривать. Сказали, что ничего не знают, и просят их оставить в покое. 4 смерти за полгода. Все так или иначе связаны с историей партийных финансов. Совпадение? Статистически возможно, но маловероятно. Особенно учитывая, что во всех случаях есть странные детали, которые не вписываются в официальные версии. Эксперт по коррупции Тимур Кенжебаев, который годами изучал схемы вывода советских активов, в интервью 2011 года высказал осторожное предположение. Если эти деньги действительно существуют и лежат где-то на счетах или в ячейках, то доступ к ним имеет очень узкий круг лиц. И эти люди готовы на все, чтобы сохранить тайну. Потому что речь не просто о деньгах. Речь о политической власти, которую эти деньги могут дать. Но самая мистическая деталь этой истории проявилась во время разбора архива Масалеева его семьей. В одной из коробок с личными вещами нашли старый церковный календарь за 1991 год. Масалеев не был религиозным человеком, так что наличие такого календаря уже само по себе странно. Но еще страннее было то, что на странице августа 91 года, том самом месяце путча, рукой Масалеева были обведены 3 даты: 19 августа, 21 августа и 25 апреля. Именно 25 апреля. Дата, когда он умрет через 19 лет. Почему он обвел эту дату? Предчувствие? Совпадение? Или он знал что-то, о чем мы можем только гадать? После смерти Масалеева и серии подозрительных смертей его соратников тема золота партии на время затихла. Казалось, история окончательно закрыта, свидетели мертвы, документы уничтожены. Но в 2015 году произошло событие, которое заставило вернуться к этой теме с новой силой. В марте того года швейцарские власти по запросу Генпрокуратуры Кыргызстана заморозили несколько банковских счетов, связанных с расследованием коррупции в правительстве. Это была рутинная процедура в рамках международного сотрудничества.
Но когда следователи начали изучать документы по этим счетам, обнаружили странную вещь. Один из счетов был открыт еще в 1992 году, и его бенефициаром был указан некий траст с регистрацией в Лихтенштейне под названием Алатоо фонд. Название было символичным. Алатоо — это горы — символ Кыргызстана. Кто создал этот траст? В документах значилось имя юриста из Цюриха, который скончался в 2005 году. Дальше след терялся. Но самое интересное, на счету этого траста лежало около 38 миллионов швейцарских франков. Примерно 40 миллионов долларов. Огромная сумма, лежащая без движения почти четверть века. Откуда эти деньги? Кому они принадлежат? Швейцарские власти начали расследование, но быстро уперлись в глухую стену корпоративной тайны. Документы траста были составлены так, что установить реального владельца было практически невозможно. Однако один финансовый аналитик, изучавший схемы советских активов, обратил внимание на дату открытия траста — февраль 92 года. Это ровно тот период, когда Бакиров вернулся из своего загадочного лечения в Швейцарии и внезапно стал миллионером. Совпадение дат не могло быть случайным. Аналитик Дмитрий Соколов, специализирующийся на отслеживании постсоветских финансовых потоков, в своем докладе для Международной антикоррупционной организации высказал гипотезу. Алатоо фонд был создан как коллективное хранилище для группы бывших партийных функционеров Киргизии. Классическая схема. Несколько человек складывают деньги в один траст, управляемый нейтральным юристом, и каждый получает доступ только при согласии остальных. Это защита от предательства, никто не может забрать всё себе. Но если эта теория верна, то возникает жуткий вопрос: что происходит с долями умерших участников? По законам большинства трастовых структур, если бенефициар умирает и не оставил чётких инструкций о наследниках, его доля переходит к оставшимся участникам. Масалеев умер в 2010-м, Бакиров — через 2 месяца, Грачёв — ещё через 2. Если все трое были участниками Алатоо фонда, то их смерти автоматически консолидировали контроль над 40 миллионами долларов в руках тех, кто остался жив. Мотив для устранения свидетелей становится кристально ясным. Это не просто заметание следов. Это передел колоссального состояния. Но кто эти оставшиеся участники? Швейцарское расследование зашло в тупик, но появилась зацепка с неожиданной стороны. В 2017 году журналист-расследователь из Казахстана Ерлан Калиев опубликовал материал о коррупции в энергетическом секторе Центральной Азии. В этом материале мельком упоминался некий Виктор Петрович Самойлов, бывший советник по экономике при нескольких первых секретарях среднеазиатских республик в конце 80-х. Калиев писал, что Самойлов в 90-е годы осел в Австрии, получил гражданство, занимался консалтингом для постсоветских бизнесменов. По данным Калиева, Самойлов был связующим звеном между старой партийной номенклатурой и западными банками, помогал выводить и легализовывать средства. Имя Самойлова ничего не говорило широкой публике, но несколько экспертов по советской истории вспомнили. В архивах ЦК КПСС действительно фигурировал экономист с такой фамилией, который в конце 80-х курировал финансовые вопросы в республиках Средней Азии. Он регулярно ездил по Ташкенту, Фрунзе, Душанбе, Ашхабаду, встречался с первыми секретарями, проводил закрытые семинары по оптимизации бюджетных потоков. Официально он числился в аппарате Госплана СССР, но фактически подчинялся напрямую международному отделу ЦК КПСС, структуре, которая занималась в том числе зарубежными активами партии. Один из участников тех семинаров, бывший заместитель министра финансов Киргизской ССР Кубат Джумабаев, в интервью 2018 года вспоминал Самойлова как человека исключительно умного, но холодного и расчетливого. Он говорил на нескольких языках, свободно оперировал терминами международного банковского права, знал все лазейки в офшорном законодательстве. Мы, республиканские функционеры, слушали его как студенты профессора. Он объяснял, как создавать подставные компании, как переводить деньги через цепочки банков так, чтобы концы терялись. Тогда это казалось теоретическими знаниями, но теперь я понимаю, он готовил нас к тому, что произойдет в 91-м. Джумабаев также вспомнил любопытную деталь.
на одном из семинаров Фрунзе, кажется, это было в 1989 году, Самойлов после официальной части задержал Масалеева и Бакирова для приватного разговора. Джумабаев случайно оказался свидетелем начала этого разговора, потому что забыл папку в конференц-зале и вернулся за ней. Он слышал, как Самойлов говорил: «Абсамат Масалеевич, вы должны понимать, если система рухнет, а она рухнет, то выживут только те, кто подготовился заранее. Я могу помочь создать структуру, которая сохранит средства, но это требует абсолютной конфиденциальности и доверия». Масалеев что-то ответил, но Джумабаев уже вышел, не желая подслушивать дальше. Если Самойлов действительно был архитектором схемы по выводу партийных денег, то он наверняка знает, где сейчас находятся эти средства и кто ими управляет. Журналист Калиев попытался связаться с Самойловым для комментариев, нашел его адрес в Вене. Но когда приехал по этому адресу, выяснилось, что Самойлов съехал 3 года назад, новый адрес неизвестен. Соседи вспоминали его как замкнутого пожилого человека, который редко выходил из дома, не общался ни с кем. Один раз к нему приезжали какие-то люди на машине с дипломатическими номерами, после чего Самойлов в течение недели собрал вещи и исчез. Это было в 2014 году, ровно за год до того, как швейцарские власти обнаружили Алатоо-фонд. Совпадение? Или Самойлов получил предупреждение, что следователи выходят на след, и решил окончательно скрыться? Калиев пытался найти его через австрийские базы данных, но безуспешно. Человек словно растворился. Либо он мертв, либо живет под другим именем, либо находится под защитой каких-то очень влиятельных сил. Но даже если Самойлов исчез, остается вопрос: кто еще из Старой гвардии может знать правду? И тут мы подходим к самой интригующей фигуре всей этой истории. Человеку, который до сих пор жив, активен и категорически отказывается говорить на эту тему. Его зовут Нурлан Матуев. В конце 80-х он был начальником управления делами ЦК Компартии Киргизии. Должность, которая звучит скромно, но на деле означала контроль над всей хозяйственной и финансовой инфраструктурой республиканской партийной организации. Матуев отвечал за спецснабжение, за распределение служебного жилья, за командировки, за закупки. Через его руки проходили огромные суммы, он знал все финансовые потоки. И что важно, он был одним из немногих, кто имел доступ к личному сейфу Масалиева. По должностной инструкции начальник управления делами хранил дубликаты ключей от всех сейфов в здании ЦК на случай чрезвычайных ситуаций. После развала Союза Матуев, как и Бакиров, очень быстро адаптировался к новым реалиям. Он создал строительную компанию, которая получила несколько крупных государственных контрактов в 90-е годы. Построил бизнес-центр в центре Бишкека, инвестировал в недвижимость. К 2000-м годам он был одним из богатейших людей страны. Официально его состояние оценивалось примерно в 50-70 миллионов долларов. Откуда стартовый капитал? Матуев в интервью всегда отвечал одинаково. «Я взял кредит в турецком банке в 92 году. Вложил в правильные проекты, работал день и ночь». Документов по этому кредиту, как и в случае с Бакировым, никто никогда не видел. Но в отличие от Бакирова, который умер в 2010-м, Матуев жив до сих пор. Ему сейчас 78 лет. Он на пенсии, формально отошел от бизнеса, передав управление сыновьям. Живет в охраняемом коттеджном поселке под Бишкеком, выезжает редко, интервью не дает. Несколько журналистов пытались с ним связаться для комментариев по теме партийных финансов, но всегда получали отказ через адвокатов. Один раз в 2016 году репортер местного телеканала подловил Матуева у выхода из ресторана и задал прямой вопрос в камеру. «Нурлан Абдрахманович, правда ли, что вы помогали Масалиеву выводить партийные деньги в 91 году?» Реакция Матуева была показательной. Он резко остановился, повернулся к журналисту, и на его лице на секунду промелькнуло выражение, которое можно описать только как ледяную ярость. Потом он взял себя в руки, усмехнулся и сказал: «Молодой человек, вы задаете вопросы о вещах, которых не понимаете. Масалиев был честным человеком и патриотом. Все остальное — грязные сплетни завистников». И ушел, не дожидаясь следующего вопроса.
Охранники оттеснили журналиста, съемку пришлось прекратить. Но эти несколько секунд видео разошлись по интернету, и многие обратили внимание на одну деталь. Когда Матуев говорил «Масалеев был честным человеком», его правая рука непроизвольно сжалась в кулак. Костяшки пальцев побелели. Эксперты по языку тела интерпретировали это как признак сильного внутреннего напряжения, попытку сдержать эмоции. Что знает Матуев? Почему он так нервно реагирует на вопросы о прошлом? Если он действительно ни в чем не виноват, если все его богатство заработано честным трудом, зачем такая агрессивная защита? Логичное объяснение. Он знает правду, и эта правда может разрушить не только его репутацию, но и благополучие его семьи. Потому что если доказать, что его стартовый капитал — это ворованные партийные деньги, то по закону все нажитое имущество подлежит конфискации. Его сыновья потеряют бизнес, семья окажется в нищете, а сам он может закончить жизнь в тюрьме. Но есть и другая, более зловещая версия. Возможно, Матуев молчит не из страха за себя, а из страха за свою жизнь. Если он — один из оставшихся участников Алатоо фонда, то он прекрасно знает судьбу Масалеева, Бакирова, Грачева. Он видел, как один за другим умирали те, кто знал слишком много. И он понимает, стоит ему заговорить, и он станет следующим. Поэтому он выбрал стратегию полного молчания, надеясь дожить свой век в тишине и безопасности, не привлекая внимания. Но проблема в том, что молчание тоже может быть опасным. Потому что те, кто контролирует фонд, могут решить, что даже молчаливый свидетель — это риск. Чтобы понять, почему история с партийным золотом до сих пор не раскрыта, нужно осознать одну важную вещь. Речь идет не просто о деньгах. Речь идет о власти. 40 миллионов долларов в Алатоо фонде — это только верхушка айсберга, только то, что случайно обнаружили швейцарские следователи. По оценкам экспертов, общая сумма выведенных партийных активов из республик Средней Азии может достигать миллиарда долларов. Эти деньги распределены по десяткам трастов, офшоров, подставных компаний в разных юрисдикциях. И тот, кто контролирует доступ к этим средствам, обладает колоссальным влиянием. Представьте, вы можете в любой момент профинансировать политическую кампанию, купить лояльность ключевых чиновников, организовать информационную атаку на неугодного конкурента, подкупить судей. В бедной стране вроде Кыргызстана, где годовой бюджет составляет около 5 миллиардов долларов, даже 100 миллионов — это огромная сила. Вы можете влиять на выборы президента, на назначение в правительстве, на принятие законов. Вы становитесь теневым правителем, кукловодом, который дергает за ниточки, оставаясь в тени. И есть основания полагать, что именно это и происходит. Политолог Азамат Тимиров, специализирующийся на элитах Центральной Азии, в своей книге «Невидимые кукловоды», изданной в 2019 году, выдвинул провокационную теорию. По его мнению, все крупные политические потрясения в Кыргызстане последних 20 лет — революция 2005 года, свержение Бакиева в 2010-м, межэтнические столкновения на юге — были так или иначе связаны с борьбой за контроль над остатками советских активов. Разные кланы элиты пытались получить доступ к этим деньгам, устраняли конкурентов, заключали временные союзы. И в центре этой борьбы всегда стояли люди, связанные со старой партийной номенклатурой. Тимиров приводит любопытный пример. В 2005 году, накануне Тюльпановой революции, которая свергла президента Акаева, в Бишкек прилетел некий бизнесмен из России, этнический киргиз по фамилии Исаков. Официально он приехал для переговоров о поставках нефтепродуктов. Но по данным Тимирова, Исаков встречался не с представителями топливной отрасли, а с лидерами оппозиции. Более того, за 2 недели до революции на счета нескольких оппозиционных НКО поступили крупные переводы из офшорных компаний, связанных с Исаковым. Эти деньги пошли на организацию митингов, печать листовок, подкуп милиции. Революция удалась, Акаев бежал, к власти пришли новые люди. А теперь самое интересное. Кто такой Исаков? Тимиров покопался в биографии и обнаружил, что в конце 80-х Исаков работал в аппарате ЦК Компартии Киргизии,
был помощником того самого Матуева, начальника управления делами. То есть он был в самом центре финансовых операций того времени. В 90-е Исаков уехал в Россию, сделал карьеру в нефтяном бизнесе, стал миллионером. Откуда стартовый капитал? Официальная версия — удачные инвестиции в приватизацию. Но Темиров предполагает, Исаков был одним из тех, кто получил доступ к части выведенных партийных средств и использовал их для создания бизнеса в России. И вот этот человек через 15 лет после развала СССР возвращается в Кыргызстан и финансирует революцию. Зачем? Темиров считает, он действовал в интересах группы бывших партийных функционеров, которые хотели убрать Акаева, потому что тот начал задавать неудобные вопросы о происхождении капиталов некоторых олигархов. Акаев, будучи физиком по образованию, не был частью старой партийной сети. Он пришел к власти как технократ-реформатор. И к середине 2000-х он начал понимать, что в стране существует теневая финансовая система, корни которой уходят в советское прошлое. Он попытался навести порядок, инициировал проверки, запросил информацию из зарубежных банков. И его убрали. Конечно, это только теория, и Темиров сам признает, что прямых доказательств нет. Но косвенные улики складываются в убедительную картину. После революции 2005 года к власти пришел Курманбек Бакиев, человек из южных кланов, тесно связанный со старой номенклатурой. При нем коррупция достигла невиданных масштабов. Страну фактически разворовывали. Но что интересно, никаких расследований по поводу партийных денег при Бакиеве не велось. Тема была табуирована. Более того, несколько журналистов, пытавшихся копать в этом направлении, подверглись давлению. Один был избит неизвестными. Бакиева свергли в 2010-м, ровно в тот год, когда умер Масалиев, и началась зачистка свидетелей. Совпадение? Или это была следующая фаза борьбы за контроль над активами? Новая власть во главе с Розой Атунбаевой, а затем Алмазбеком Атамбаевым, тоже не проявляла особого рвения в расследовании старых финансовых тайн. Почему? Возможно, потому что понимали, если начать копать, то выплывут такие имена и связи, что рухнет вся политическая система страны. Потому что окажется, что половина нынешней элиты так или иначе связана с теми деньгами, живет на проценты от тех активов, которые были выведены 30 лет назад. Это объясняет, почему расследование Алатоо фонда застопорилось. Швейцарцы заморозили счет, но дальше дело не движется. Кыргызская генпрокуратура формально запросила информацию, но не настаивает. Почему? Потому что наверху кто-то дал команду не раскачивать лодку. Потому что если вскрыть эту тему до конца, то придется арестовывать людей, которые сейчас занимают высокие посты, владеют крупным бизнесом, контролируют СМИ. Это приведет к политическому кризису, возможно, к новой революции. И никто не хочет брать на себя такую ответственность. Но есть еще один аспект, о котором редко говорят — международное измерение. Партийные деньги выводились не только в Швейцарию. Они оседали в Лондоне, Нью-Йорке, Дубае, Сингапуре. Они инвестировались в недвижимость, акции, облигации. И западные банки прекрасно знали, откуда эти деньги, но закрывали глаза, потому что это были большие суммы, приносящие хорошую прибыль. В 90-е годы, когда Запад праздновал победу в холодной войне, никто не задавал лишних вопросов о происхождении капиталов из бывшего СССР. Банкиры были рады новым клиентам, юристы помогали создавать непрозрачные структуры, политики смотрели сквозь пальцы. Но теперь, в эпоху борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, эти старые схемы стали токсичными. Западные банки не хотят, чтобы всплыла информация об их сотрудничестве с коррупционерами из Средней Азии в 90-е. Это удар по репутации, возможные судебные иски, штрафы от регуляторов. Поэтому они тоже заинтересованы в том, чтобы тема осталась закрытой. Получается странный консенсус. И кыргызская элита, и западные финансовые институты молчаливо договорились не ворошить прошлое. А те немногие, кто пытается докопаться до правды, журналисты, активисты, честные следователи, наталкиваются на глухую стену молчания и противодействия. Но самая шокирующая часть этой истории еще впереди. В 2020 году, за несколько месяцев до очередной революции в Кыргызстане, произошло событие, которое заставило многих вспомнить о золоте Масалиева.
В июне того года в одном из частных архивов в Москве, принадлежащем Фонду изучения истории КПСС, обнаружили коробку с документами, датированными 1991 годом. Как эта коробка туда попала, неизвестно. Скорее всего, ее передал кто-то из бывших партийных работников перед смертью. Внутри были протоколы закрытых совещаний, финансовые отчеты, служебные записки. И среди них документ, который перевернул все понимание ситуации. Это была рукописная записка на бланке первого секретаря ЦК Компартии Киргизской, ССР, подписанная Масалеевым, датированная 19 августа 1991 года, в первый день путча. В записке, адресованной МС, очевидно, Михаилу Семеновичу Грачеву, Масалеев писал: «Михаил, ситуация критическая. Завтра начнут аресты. Операция «Алато» должна быть завершена сегодня ночью. Переводи все на резервные счета, как мы договаривались. Список бенефициаров в конверте. Если меня арестуют, действуй по плану «Б». Главное, ни копейки не должно достаться новым. Они не заслужили. Это наше. Мы строили эту систему 30 лет. А.М. Этот документ, если он подлинный, а эксперты подтвердили подлинность почерка и бумаги, раскрывает истинную мотивацию Масалеева. Он не был благородным хранителем партийной казны, который хотел вернуть деньги народу. Он был циничным функционером, который считал эти деньги своими, заработанными десятилетиями службы системе. И когда система рухнула, он решил спасти то, что можно, для себя и своих соратников. Они не заслужили. Под ними он имел в виду новое поколение политиков, демократов, которые пришли к власти после развала СССР. Масалеев презирал их, считал выскочками, разрушителями. И он сделал все, чтобы они не получили ни рубля из того, что он считал своим. Но самое важное в этой записке — упоминание списка бенефициаров в конверте. Этот конверт в архивной коробке не обнаружили. Либо его изъяли до передачи документов в архив, либо он был в одной из тех 3 папок, которые кто-то вытащил из металлического ящика Масалеева в подвале. Кто были эти бенефициары? Сколько их? Живы ли они? Ответов нет. Но логика подсказывает, это была узкая группа, человек 5-7 максимум. Люди, которым Масалеев доверял абсолютно. Люди, которые помогали ему в операции по выводу средств и получили свою долю. Мы уже знаем 3: сам Масалеев, Бакиров, Грачев. Все 3 мертвы. 4-й — Матуев. Жив, но молчит. Кто 5-й? 6-й? 7-й? Именно эти люди сейчас контролируют остатки партийного золота. И именно они заинтересованы в том, чтобы правда никогда не всплыла. Потому что правда означает конец их благополучия, арест активов, возможно, тюрьму. Но в 2021 году произошла утечка, которая приоткрыла завесу тайны. Хакерская группа, специализирующаяся на взломе офшорных структур, предположительно связанная с движением Anonymous, опубликовала в Даркнете массив документов из панамской юридической фирмы. Среди тысяч файлов затерялся один PDF-документ — учредительный договор траста «Алато фонд» от февраля 1992 года. Документ был на немецком языке с печатями лихтенштейнского нотариуса. И в нем в разделе «Бенефициары» значилось 5 имен, зашифрованных кодами: АМ, БН, ГМС, МН и Т. Расшифровать инициалы оказалось непросто. АМ — это однозначно Абсамат Масалиев. ГМС — Грачев Михаил Семенович, советник по экономике. МН — почти наверняка Матуев Нурлан, финансист, единственный живой из всей группы. Но БН — загадка. Бакиров умер в 2010-м, но его настоящее имя в открытых источниках нигде не фигурирует, только фамилия. Возможно, в панамских документах допущена ошибка при переводе или имя намеренно искажено для конспирации. Эксперты по советской номенклатуре Киргизии так и не смогли точно установить, кто скрывается за этими инициалами. Но факт остается фактом. 4 из 5 бенефициаров известны. А кто такой ИТ?
Эксперты перебрали десятки фамилий, пытаясь найти подходящего кандидата, и нашли одну фигуру, которая идеально вписывалась в картину. Ишимбай Тактасунович Кадыров. В конце 80-х начальник управления КГБ Киргизской ССР. Человек, который контролировал спецслужбы республики, знал все секреты, имел доступ к оперативной информации. Без его согласия невозможно было провести такую масштабную операцию по выводу средств. Слишком много людей нужно было контролировать, слишком много концов заметать. Кадыров был ключевой фигурой, гарантом безопасности всей схемы. И логично, что он получил свою долю. После развала СССР Кадыров ушел из КГБ, какое-то время работал советником по безопасности в частных компаниях, потом исчез из публичного поля. По официальным данным, он умер в 2007 году от рака. Похороны были закрытыми, присутствовали только близкие родственники. Но несколько источников утверждают, что смерть Кадырова — фикция, что он инсценировал ее, чтобы окончательно уйти в тень. Якобы он живет где-то в Турции или ОАЭ под другим именем, управляет своей долей в трасте через доверенных лиц. Проверить эту информацию невозможно, но если она правда, то получается, что из 5 бенефициаров 3 точно мертвы — Масалиев, Бакиров, Грачев. Один молчит и прячется — Матуев, и один, возможно, инсценировал смерть и скрылся — Кадыров. Их доли в трасте, а это около $40 миллионов только в одном известном фонде, теперь консолидированы. Если Кадыров жив, то он и Матуев контролируют все. Если Кадыров действительно умер, то Матуев — единственный оставшийся бенефициар, владелец всего состояния. Это объясняет, почему Матуев так нервничает при вопросах о прошлом. Он сидит на горе золота, но не может им свободно пользоваться, потому что любая крупная транзакция привлечет внимание. Он заперт в золотой клетке. Формально богат, но фактически парализован страхом разоблачения. И с каждым годом, с каждым новым расследованием, с каждой утечкой документов петля затягивается. Рано или поздно следователи доберутся до полной картины, установят всех бенефициаров, арестуют счета. И тогда все рухнет. Но есть еще один игрок в этой партии, о котором мы почти не говорили — семья Масалеева. После его смерти вдова Роза Масалеева и дети, сын Азамат и дочь Гульнара, продолжали жить скромно, без признаков богатства. Но в 2015 году Азамат Масалиев внезапно открыл частную клинику в Бишкеке. Инвестиции составили около $3 миллионов. Закупили современное оборудование, сделали ремонт, наняли врачей из России и Турции. Откуда деньги? Азамат объяснял это кредитом от инвесторов, но детали не раскрывал. Журналист Эльмира Ташматова, специализирующаяся на расследованиях коррупции, попыталась выяснить источник финансирования клиники. Она подняла регистрационные документы и обнаружила, что учредителем клиники значится офшорная компания с Кипра. Дальше след терялся в лабиринте подставных структур. Но Ташматова не сдавалась. Связалась с коллегами на Кипре, и те нашли интересную деталь. Эта офшорная компания была создана в 2014 году, а ее директором числился некий Тимур Масалиев, племянник Абсамата Масалиева, который с 90-х годов живет в Германии и занимается торговлей автомобилями. Ташматова попыталась связаться с Тимуром Масалиевым, но он отказался от интервью. Однако один из его бывших партнеров по бизнесу, с которым они поссорились, рассказал любопытную вещь. Тимур якобы имеет доступ к каким-то семейным фондам, созданным еще его дядей в начале 90-х. Эти фонды приносят стабильный доход, и Тимур периодически помогает родственникам в Кыргызстане, финансируя их проекты. Если это правда, то получается, что Масалиев действительно не взял деньги себе лично, но обеспечил финансовую подушку для своей семьи через сложную систему трастов и офшоров. Это меняет восприятие его фигуры. Он не был бескорыстным идеалистом, но и не был примитивным вором. Он был прагматичным функционером, который в условиях краха системы постарался обеспечить будущее своих близких. Морально это оправданно? Вопрос спорный. С одной стороны, он использовал государственные средства в личных целях. С другой, эти средства все равно бы разворовали. Просто другие люди. По крайней мере, Масалиев не жил в роскоши, не покупал яхты и дворцы, а вложил деньги в образование внучки и медицинский бизнес сына.
Можно сказать, что он украл, но украл правильно. Для семьи, а не для себя. Но история на этом не заканчивается. В октябре 2021 года в Кыргызстане произошла очередная революция. Уже третья за 15 лет. К власти пришел Садыр Жапаров, популист с криминальным прошлым, обещавший навести порядок и покончить с коррупцией. Одним из его первых решений стало создание специальной комиссии по расследованию исторических хищений. Так официально назвали проверку того, что случилось с советскими активами после развала СССР. Комиссию возглавил молодой прокурор Бакыт Асанов, человек без связей со старой элитой, технократ с репутацией неподкупного. Он начал агрессивно. Запросил документы из архивов, вызвал на допросы бывших чиновников, отправил запросы в зарубежные банки. Впервые за 30 лет власть Кыргызстана всерьез взялась за эту тему. И старая гвардия запаниковала. В ноябре 2021-го Нурлан Матуев внезапно покинул страну. Официально — на лечение в Турцию. Но источники в аэропорту сообщили, что он вылетел частным рейсом. С собой было несколько больших чемоданов. С тех пор он не вернулся. Его адвокаты утверждают, что он серьезно болен и не может путешествовать, но доказательств не предоставляют. Комиссия Асанова объявила Матуева в розыск, запросила его экстрадицию из Турции, но турецкие власти не спешат сотрудничать. Параллельно Асанов вышел на швейцарских коллег, и те, наконец, предоставили полные документы по Алатоо фонду. Выяснилось, что фонд не один. Это целая сеть из 7 связанных трастов, зарегистрированных в Лихтенштейне, Панаме, Британских Виргинских островах. Общая сумма активов — около $120 миллионов. Деньги инвестированы в недвижимость. Офисные здания в Лондоне и Дубае, акции крупных компаний, облигации. За 30 лет эти активы выросли в цене примерно в 3 раза. Изначально было выведено около 40 миллионов. Сейчас стоимость портфеля превышает 120. Но самое шокирующее открытие комиссии Асанова — это обнаружение спящих счетов. Оказалось, что часть денег так и не была активирована бенефициарами. Есть 3 траста, к которым никто не обращался с момента создания. Общая сумма — около $25 миллионов. Почему? Версия Асанова. Эти трасты были созданы для людей, которые умерли или исчезли до того, как успели получить доступ. Возможно, это были резервные фонды на случай ареста основных бенефициаров. Или это доля людей, которых устранили в 90-е годы, и их смерть скрыли. Асанов попытался установить, для кого предназначались эти спящие трасты, но наткнулся на стену молчания. Юристы, создававшие структуры, мертвы. Банкиры, открывавшие счета, на пенсии и не помнят деталей. Документы засекречены под предлогом банковской тайны. Но Асанов не сдается. Он подал иски в суды Лихтенштейна и Швейцарии с требованием признать эти активы бесхозными и передать их государству Кыргызстан как правопреемнику Киргизской ССР. Судебные процессы идут медленно, западные юристы выстраивают сложные защитные конструкции. Но Асанов уверен, рано или поздно он победит. И если это произойдет, если Кыргызстан вернет хотя бы часть выведенных средств, это будет прецедент. Другие постсоветские страны последуют примеру, начнут искать свои украденные активы. Может начаться лавина исков, расследований, арестов. Старая партийная номенклатура, которая 30 лет жила спокойно на ворованные деньги, окажется под ударом. Но есть силы, которые этого не допустят. В январе 2022 года Бакыт Асанов пережил покушение. Неизвестные обстреляли его машину в центре Бишкека. Он чудом выжил. Пуля прошла в сантиметре от головы. Нападавших не нашли. Асанов публично заявил, что это попытка запугать его, но он не остановится. Однако через месяц его внезапно сняли с должности главы комиссии. Официальная причина — реорганизация структуры. Новым главой назначили человека из Старой гвардии, который сразу заявил, что комиссия будет работать более взвешенно и осторожно. Расследование застопорилось. Запросы в зарубежные банки прекратились. Иски в европейские суды отозвали. Всё вернулось на круги своя. Асанов подал в отставку в знак протеста, дал несколько резких интервью, в которых обвинил высшее руководство страны в саботаже расследования.
После этого он получил несколько анонимных угроз и был вынужден уехать из страны. Сейчас он живет в Европе, продолжает публиковать материалы о коррупции в Кыргызстане, но реальных рычагов влияния у него больше нет. История повторяется. Каждый раз, когда кто-то пытается докопаться до правды о партийном золоте, его останавливают. Угрозами, подкупом, увольнением, в крайнем случае физическим устранением. Система защищает себя, потому что на кону не просто деньги, на кону власть, влияние, контроль над целой страной. И те, кто этим владеет, не собираются просто так отдавать свои позиции. Но самый неожиданный поворот в этой истории произошел совсем недавно, весной 2022 года. Анонимный источник передал нескольким журналистам копию завещания Абсамата Масалиева, составленного за месяц до его смерти. Подлинность документа подтвердили эксперты-графологи. В завещании, помимо стандартных пунктов о распределении личного имущества, был один загадочный абзац. «Моим детям и внукам. Я прожил долгую жизнь и видел, как рушатся империи и рождаются новые государства. Я служил системе, которая казалась вечной, но оказалась хрупкой. Я принимал решения, которые сейчас могут осудить, но в тех обстоятельствах они казались единственно правильными. Я не украл ни копейки для личного обогащения. Все, что я сделал, было ради сохранения того, что мы строили десятилетиями, и ради обеспечения будущего нашей семьи. Если когда-нибудь вас спросят о золоте партии, знайте, оно существует, но не там, где все ищут. Ключ к нему лежит не в банках и не в документах. Ключ в людях, которые помнят. И пока жива память, золото не исчезнет. Но помните также, это золото проклято. Оно принесло несчастье всем, кто к нему прикасался. Возможно, лучше, чтобы оно осталось там, где есть, и никогда не было найдено. А.М. Что означают эти слова? Ключ в людях, которые помнят. Это метафора или конкретное указание? Масалиев намекает, что информация о местонахождении активов хранится не в документах, а в памяти живых свидетелей? Но мы знаем, что почти все свидетели мертвы. Остался только Матуев, который молчит и скрывается. И, возможно, Кадыров, если он действительно жив. Или Масалиев имел в виду что-то другое? Может быть, люди, которые помнят, это его собственная семья? Может, он передал детям какую-то информацию, какой-то код, который позволит им получить доступ к средствам в случае необходимости? Журналисты пытались расспросить сына Азамата Масалиева, но он категорически отказался комментировать завещание. Сказал только: «Отец был мудрым человеком. Он знал, что делал, и мы уважаем его волю». Что это значит? Мы уважаем его волю. Волю не искать золото? Или волю хранить тайну? Или волю использовать эти средства только в крайнем случае, для блага семьи? Неясно. Но одно очевидно. Семья Масалиева знает больше, чем говорит. И они сознательно выбрали молчание. А фраза о проклятии? «Это золото проклято. Оно принесло несчастье всем, кто к нему прикасался». Масалиев был материалистом, коммунистом, не верил в мистику. Но в конце жизни он пишет о проклятии. Почему? Может, он действительно видел, как один за другим умирают его соратники? Как рушатся судьбы людей, связанных с этими деньгами? Может, он понял, что эти средства — не благословение, а бремя, тяжесть, которая тянет на дно? Историк Марат Сабиров, изучающий поздний советский период, предложил интересную интерпретацию. Масалиев в конце жизни осознал, что деньги, которые он считал своими, на самом деле были украдены у народа. И это осознание мучило его. Он не мог вернуть их. Слишком сложная схема, слишком много людей вовлечено. Но он мог предупредить потомков. Не гонитесь за этим богатством. Оно принесет только боль. Это была его попытка искупления. Возможно. А возможно, это была просто манипуляция. Способ отвести подозрения, создать образ раскаявшегося старика, который якобы сожалеет о прошлом. Мы никогда не узнаем, что на самом деле чувствовал Масалиев в последние дни жизни. Но его завещание стало последним аккордом в этой длинной запутанной истории. Итак, что мы имеем в итоге?
Абсамат Масалеев, первый секретарь Компартии Киргизии в последние годы СССР, был в центре масштабной операции по выводу партийных активов. Вместе с группой соратников он создал сложную систему трастов и офшоров, через которую были выведены десятки, возможно, сотни миллионов долларов. Эти деньги до сих пор лежат на счетах в западных банках, приносят доход, но доступ к ним имеет очень узкий круг людей. Большинство участников схемы мертвы при подозрительных обстоятельствах. Те, кто остался жив, молчат или скрываются. Расследования раз за разом натыкаются на стену противодействия со стороны как местной элиты, так и западных финансовых институтов. Правда похоронена под слоями лжи, манипуляций, уничтоженных документов. Масалиев умер, не раскрыв тайну. Его семья живет скромно, но периодически получает финансирование из неизвестных источников. Его соратник Матуев скрывается за границей, боясь ареста. Загадочный Кадыров либо мертв, либо живет под чужим именем где-то на Ближнем Востоке. А 120 миллионов долларов продолжают лежать в трастах, медленно прирастая процентами, ожидая своего часа. Будет ли эта тайна когда-нибудь раскрыта полностью? Вернет ли Кыргызстан свои украденные активы? Или эта история так и останется одной из многих нераскрытых загадок постсоветского пространства? Время покажет. Но одно ясно. Золото партии существует. Оно реально. И кто-то прямо сейчас им владеет. Может быть, это тот самый Матуев, который сидит в своей турецкой вилле и нервно следит за новостями из Кыргызстана, боясь, что за ним придут. Может быть, это наследники Масалиева, которые тихо пользуются процентами семейных трастов, стараясь не привлекать внимания. Может быть, это вообще кто-то, о ком мы даже не подозреваем. Теневой кукловод, который 30 лет управляет этими средствами из-за кулис. А может быть, Масалеев был прав, и это золото действительно проклято. Может, оно приносит несчастье всем, кто к нему прикасается, и лучше бы ему остаться там, где оно есть, в холодных сейфах швейцарских банков, недоступное и забытое. Потому что история показывает, деньги, украденные у народа, редко приносят счастье ворам. Рано или поздно приходит расплата в виде ареста, изгнания, насильственной смерти или просто мучительного осознания, что ты всю жизнь прожил во лжи. Масалиев прожил 79 лет, умер в своей постели, в окружении семьи. Казалось бы, счастливый конец для человека, который участвовал в одной из крупнейших финансовых афер века. Но был ли он счастлив? Судя по его завещанию, по тем словам о проклятии и несчастье, нет. Он нес этот груз до конца, и груз этот был тяжелее любого золота. А теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Мы рассказали вам историю, основанную на документах, свидетельствах, расследованиях. Но многие детали до сих пор остаются загадкой. И, возможно, среди вас есть те, кто знает больше. Может быть, ваш дед работал в аппарате ЦК Компартии Киргизии в те годы? Может, ваша бабушка была секретаршей у кого-то из фигурантов этой истории? Может, вы сами слышали семейные легенды о том, как кто-то из родственников внезапно разбогател в начале 90-х? Напишите в комментариях, расскажите свои истории. Потому что правда складывается из множества маленьких свидетельств, из обрывков памяти, из случайно услышанных разговоров. И, возможно, именно ваш комментарий станет тем недостающим пазлом, который позволит, наконец, сложить полную картину. Что вы думаете, существует ли золото партии на самом деле? Или это просто красивая легенда? Миф, который мы сами создали, чтобы объяснить, почему одни богатеют, а другие остаются бедными. И главный вопрос. Если бы вы нашли документы, доказывающие местонахождение этих денег, что бы вы сделали? Отдали бы государству? Оставили бы себе?